Кыргызский язык становится все более востребованным в Кыргызстане. Во многих компаниях при приеме на работу обязательным условием является знание государственного языка. Раньше считалось, что по-кыргызски говорят только в регионах. Теперь родной язык вынуждены учить и бишкекчане. И для этого они используют не только традиционные учебники и тетради, но еще и онлайн-приложения. Об инновационных методах изучения кыргызского языка расскажут наши корреспонденты из Кыргызстана. Ну вот, к примеру, мы вводим слово «бала», мальчик, мое любимое слово. Вот, и у нас появляются, в общем-то, варианты. То есть все работает достаточно быстро. Александр и его команда создали первый онлайн-словарь кыргызского языка. Все, что в интернете смогли, в одном месте, чтобы те, кто хочет изучать язык, они могли зайти и скачать, по крайней мере, это что-то. Идея зародилась во время обеда, когда Александр рассказал своим коллегам, что не смог найти хорошие инструменты для того, чтобы изучить кыргызский язык. У меня был вот 2012-2014 год, цель выучить кыргызский язык. Я себе такую цель поставил, то есть надо выучить в конце концов. Но ввиду того, что огромное количество времени мы уделили этому проекту, год закончился. И говорю на уровне базарного языка. Здравствуйте, спасибо, до свидания. Сколько, цифры, там, какие-то базовые фразы, там, вот и все. Опять же, потому что я не в среде. То есть, да, у меня в моей среде нету практически тех, кто постоянно говорит на кыргызском языке. Дальше у нас есть поменьше комната ыргы. У ыргы такая идея, что вы приходите в отпуск. То есть это, как правило, задумывалось для индивидуальных занятий. Вы, может быть, там с какой-то лампой, да, то есть человек приходит, он при лампе немножко отдыхает 10 минут, а потом заходит преподаватель и начинает с ним заниматься. То есть индивидуально. Это первый центр изучения кыргызского языка в Бишкеке. Здесь слушателям всех уровней предлагают максимально интерактивную методику обучения. Курс оказался востребованным как для иностранцев, приехавших в Кыргызстан, так и для кыргызстанцев, желающих изучить язык. Мы считаем, что мы очень любим наш кыргызский язык, при этом мы бы хотели поднять статус кыргызского языка. Мы бы хотели показать, что этот язык интересен для обучения, то есть он точно такой же, как и русский, как и английский. Это просто язык, который интересно изучать. Без давления, без какой-либо дискриминации, с интересной методикой, очень легко и просто. Проблема непопулярности кыргызского языка заключается в отсутствии эффективных и интерактивных методов обучения, считают специалисты центра. В своей работе они в первую очередь помогают ученикам заговорить на кыргызском языке. Почему? Почему киши-синис? Бакыт столкнулся с проблемой отсутствия качественных материалов, когда начал преподавать кыргызский язык для иностранцев. Тогда он и решил написать мультимедийный учебник по изучению кыргызского языка. Даже если были книги, либо они были бесцветные, либо написаны в советское время, обучающие методам запоминания. В своей книге я постарался использовать современные методы, много картинок и аудио, чтобы визуально помочь обучающимся. Сейчас книгу Бакыта заказывают как иностранцы, так и кыргызстанцы, которые живут за рубежом и хотели бы научить родному языку своих детей. Дэвид и Гульджан живут в Денвере, США. У них 2 детей, и они делают все для того, чтобы их дети понимали и говорили на кыргызском. Несмотря на все усилия, отсутствие хороших и интересных книг для детей усложняет задачу, делится Дэвид. Мы стараемся говорить дома только на кыргызском, но это очень сложно, так как мы далеко от Кыргызстана. Дети слышат кыргызскую речь только от мамы и меня, а у меня несовершенный кыргызский. Если бы были хорошие детские книги и фильмы для детей, было бы очень полезно. Однако, чтобы выучить язык быстро и эффективно, необходимо окунуться в среду и культуру этого языка, считает нынешняя ученица Бакыта из Германии. До приезда в Кыргызстан я изучала русский язык. Здесь я жила в маленькой деревне. Там все говорили на кыргызском языке. Тогда я поняла, что мне нужно изучать кыргызский язык. В Бишкеке многие разговаривают на русском языке. Но для меня кыргызский язык интереснее, потому что он открывает кыргызскую культуру, их мировоззрение и чувства кыргызского народа.
сразу на нескольких уровнях. То есть, Александр временно приостановил работу над своим проектом. Проблема не только в отсутствии хороших материалов, но и в отсутствии развития кыргызского языка. Что такое развитый язык? Это когда человек, говорящий на кыргызском языке, может изучить любую тематику. Хочет на английский, пошел, взял книжку на кыргызском языке по изучению английского, хочет изучить программирование, ну и так далее. Да? Он пошел, взял книжку или нашел интернет-сайт и изучил это. Вот это развитый язык. Поэтому корейцы, японцы, у них вся это, китайцы, у них все это есть. Им не нужен английский и другие языки. У них на их языке все это есть. И развивать надо вот так, то есть писать новые материалы, чтобы люди могли изучать на своем языке. Несмотря на множество проектов, направленных на развитие государственного языка, без активного использования кыргызского языка во всех сферах деятельности, для многих он так и останется языком для домашнего общения.